Тяжелейшую дорогу прошла наша страна к желанному, немеркнущему Дню Победы. И даже спустя десятки лет время не властно над памятью. История сохранила имена героев, шедших дорогами войны. Тех, кто дождался Великой Победы, и тех, кому судьба оказалась менее благосклонной. Сегодня мы находимся на улице, названной в честь братьев Темировых, отдавших жизнь за свою страну, свой народ, свое село, свою семью на фронтах Великой Отечественной войны. Их было 9, 8 братьев и 1 сестра. В поле на сенокос всегда степенно вышагивали вместе. Впереди старший Умати, за ним Хущин, Тазрет, Иса, Рамазан, Яхья. Самые младшие Магомед, Гасан и сестра Рахимат оставались помогать матери по дому. Звено Темировых, подшучивали соседи. Эти крепкие, дружные парни работали в колхозе на совесть, просыпались зыбкими рассветами под рокот первых тракторов. Им ли, сыновьям потомственного хлебороба, с детства слышавшим тугой шелест трав, встречавшим и провожавшим огненный диск солнца, было чураться труда. В тот трагичный июньский день 1941 года Умати тоже был в поле. Там его и разыскал колхозный сторож. Случилось то, что огненно-пепельным смерчем ворвалась в едва начавшую налаживаться жизнь – война. Первую повестку из военкомата получил Умати. Отправляясь в дорогу, поднял украшенный незатейливой чеканкой рог, из которого любил пить отец, и сказал: «Пусть не оскудеет дом Темировых, пусть наши корни будут глубокими, пусть наши ноги не устанут шагать по земле». Вместе с Умати ушел на фронт и Хущин, любимец сельской детворы. На войну он, как и Умати, ушел рядовым, в пехоту. А через несколько дней свой отчий дом оставили Тазрет и Яхья. Добилась. Горела земля на западных границах Родины. Бронированная фашистская гадина ползла по нашим полям, испепеляя города и села. В те грозные дни приняли свой последний бой с ненавистным врагом братья Темировы, младший политрук Иса и лейтенант-артиллерист Рамазан. 12 августа 1942 года. Идут ожесточенные бои за Воронеж. В степи скрежет стальных гусениц, грохот огненного ада. Рота, обороняя город, вгрызлась в землю, отбрасывая одну вражескую атаку за другой. Остается не больше десятка бойцов. Среди них Тазрет Темиров. И вот еще одна атака. Расстреляны все патроны, брошены все гранаты. Но долго не решаются немцы пройти через грозно молчащую траншею, ставшую братской могилой героев. Пруссия. Тусклый рассвет в дыму. 18 марта 1945 года. Майор-коммунист Рамазан Темиров на позиции лучшей из своих батарей. Густые облака разрывов закрывают фронт. И вдруг огненный смерч возникает там, где еще секунду назад стоял командир. Кавалер 2 орденов Красной Звезды и многих медалей, майор Рамазан Темиров не дожил до Дня Победы менее 2 месяцев. День за днем выходила за околицу Старая Бори, смотрела на бескрайнее поле, сливавшееся с далеким небом. Хотела верить, вот сейчас вырастут они на пыльном большаке, молодец к молодцу, черноусые, с белозубыми улыбками, все в отца. Подойдут, скажут просто, как будто только что вернулись с сенокоса. Успели мы к пирогам, на-на, но они не возвращались. Братья Темировы выполнили свой долг перед Родиной. Они оказались достойными своего отца. В их честь названа эта улица. Ими гордятся и помнят дети, внуки и правнуки. Так давайте не забудем их и мы.